Хайырлы күн, хөрмәтле коллегалар, добрый день, уважаемые коллеги. 16 июня в Татарстане пройдет чемпионат мира по куреш. Турнир будет проходить на центральном майдане одного из самых крупных сабантуев республики, деревни Мингер Сабинского района. Сегодняшняя наша пресс-конференция посвящена подготовке к этому событию. Представлю вам наших спикеров. Минахметов Джаудат Мидхатович, президент Международной федерации куреш, Наим Бильджин, президент Федерации куреш Румынии, Энфер Усейнов, председатель регионального отделения Федерации куреш России в Республике Крым, и Калимуллин Ринас Рамисович, борец сборной России по куреш. Добрый день, уважаемые спикеры. И первый вопрос, Джаудат Мидхатович, вам. Почему местом проведения турнира был выбран Мингер? С чем это связано? Пожалуйста. Во-первых, здравствуйте еще раз. Мы готовились 20 лет. Мы там работаем и эту площадку развиваем уже активно 18 лет, а так проводим уже 20-й Сабантуй Мингере. Там инфраструктура позволяет, там можно увидеть национальную культуру, национальный колорит и освещение соответствует тем стандартам, которые надо для того, чтобы вечером проводить соревнования. И культурная программа позволяет, и есть хорошие специалисты, которые уже имеют опыт работы по проведению Сабантуя. Поэтому многие из вас там, наверное, бывали и видели, что мы серьезно относимся к этому празднику. И каждый год от ней, значит, прибавление идет разных игр, да. Но в этом году, так как мы впервые проводим чемпионат мира, в прошлом году мы тренировались на Кубке мира, из 22 стран было участников, в этом году заявились из 42 стран. Мы еще раз уделяли особое внимание на национальный колорит. Это, значит, наша национальная одежда, национальные игры и история наша. Мингер – это, во-первых, родина Шавката Бектимирова, где он вырос, его деда, который указом царя назначенный был муллой. Есть там такие талантливые люди, еще Рисаляпа, которая профессором была в ветеринарной академии. Есть еще другие, но малозначимые люди, да. Небольшая деревня, его история, значит, мы знаем 1660 года до сегодняшнего дня. Я привлекал многих специалистов, и такая, значит, красивая деревня на пойме Меши, и где, значит, малая и большая Меша соединяется. Вот для этого и выбрано это место, для того, чтобы проводить чемпионат мира. Спасибо. О куреш, о том, что куреш может занять достойное место на международной спортивной арене, заговорили после универсиады. За эти 5 лет чего удалось добиться для развития куреш именно в международном направлении? Мы, как после универсиады стали официальным видом спорта, и нас аккредитовали, все соревнования, которые есть и должны проводить мы в России, проводили регулярно и всегда, значит, то есть были в передовиках. Почему? Потому что мастерский турнир у нас где-то 7 раз проходит в год, а остальные, значит, еще 5 соревнований проводятся в общественных началах. Мастерские турниры, значит, у нас чемпионат России, среди юнош, значит, чемпионат, потом Кубок Урала, Кубок Поволжья, еще Кубок Сибири у нас, да, мастерские турниры. А то, что, значит, федеральный Сабантуй, еще, значит, Конгресс татар, сельский Сабантуй проводит, это не мастерские турниры. Поэтому по развитию внутри России мы неплохо поработали в течение 5 лет. Вот недавно я получил аккредитацию, мы, значит, комиссии сдавали, будем говорить, там почти аттестацию.
и про нас неплохо отзываются специалисты и руководство Минспорта России. Но в то же время по международным, значит, делам мы плохо работаем сегодня, честно надо признавать. Во-первых, нет якорного спонсора, нет поддержки пока со стороны властей и со стороны, значит, будем говорить, спонсоров. Без, значит, должного внимания и без стабильного якорного спонсора очень трудно на международном уровне работать. Наша мечта рано или поздно быть когда-нибудь, значит, олимпийским видом спорта. Для того, чтобы быть олимпийским видом спорта, что надо делать? Во-первых, регистрироваться от 70 до 80 странах мира, значит, как федерации. И постоянно работать континентами, да, четырьмя континентами, которые сегодня в мире есть. И там тоже мы должны, значит, иметь федерации. В то же время стабильно, ежегодно и через 2 года чемпионат мира надо проводить. Для этого, само собой, нужны определенные финансовые, значит, поддержки. Пока у нас вот такого мы не имеем, и в то же время есть стремление, есть желание найти, мы ищем. Вот этим связано. В международном уровне вот так стоит дела. А по российскому, значит, мы работаем. И я считаю, неплохо мы работаем. Потому что мы имеем хорошие специалисты уже в регионах. Но есть, конечно, проблемы с тренерами в регионах. Не так просто, во-первых, наших ребят отправлять туда, потому что никто еще оплачивать не собирается, субъектов много. Нам эти вопросы задавали и Минспорт, и России. Но что есть, то есть. Пока вот так работаем. 22, значит, субъектов мы имеем в хорошей федерации, остальных, значит, будем создавать. Это в нашем плане. Ну, вот пока так. А как удалось привлечь такое количество зарубежных борцов вот на этот чемпионат? Во-первых, очень заинтересован тюркоязычные страны с нашей борьбой, потому что в Узбекистане и Киргизия, например, называется этот вид спорта алыш, в Узбекистане называется куреш. Ну, практически кто-то с подножкой, кто-то без подножки борется. Там очень популярный вид спорта, я бы сказал, вот этот крэш. Во-первых, видимо, когда в царской России, когда мы были одно государство, видимо, какие-то были соревнования, и в это время, наверное, у казахов, у узбеков, у киргизов увидели наши, значит, уральские, значит, татары или башкиры, и оттуда, наверное, пошло вот этот крэш, да, потому что не называли бы и в Узбекистане, и у нас крэш. Но так как мы, значит, имеем, что первый раз его увидел Ахмед Абу-Бетлан в 1922 году, багдадский халиф, он тогда еще написал: вышли на Сабантуе 2 богатыря и друг другу положили, значит, кушаки, и один взял, значит, бросил другого на лопатку и дали ему, значит, барашку. Вот такие уже, значит, дальние истории мы имеем. И, может, они от нас, значит, брали этот элемент, может, мы у них взяли. Я не знаю, откуда появилось вот это слово «крэш», но, во всяком случае, в нашем языке она уже вот 1902 года. А то, что вы говорите, что в международном уровне, как мы работаем, спорт – это же общение. Когда мы встречаемся, например, в Европе, потом встречаемся под эгидой «Спортаккорд», потом один раз в год всех, значит, президенты федерации собирает или в Лондоне, или в Германии, или, значит, в Турции. Тогда, когда общаемся, они все проявляют желание, чтобы приехать к нам, посмотреть Россию, в то же время, значит, бороться и показать себя. Наша борьба же, она чем уникальна? Во-первых, травма, ну, не травмоопасной. Во-вторых, значит, на ковре мы боремся. Все-таки там уже, будем говорить, даже если хочешь как-то травму получить, невозможно получить, если, конечно, по правилам будешь бороться. В-третьих, наша борьба, она сейчас стала зрелищным. Вот в 2 словах скажу. Раньше, конечно, были проблемы, значит, с
правилами. В последнее время ребята неплохо поработали. Сейчас мы изменили очень много, значит, элементов в борьбе. Мы сейчас сразу фиксируем полотенцу. Сразу, значит, кто не схватывает, даем предупреждение. Потом, значит, кто не хочет бороться, сразу, значит, с предупреждением или выгоняем, или, значит, предупреждаем. То есть много позитивов, которые можно сегодня увидеть по нашей борьбе. Да, наверное, этим нельзя остановиться, потому что я вот бывал 2 раза в Японии и там увидел, как они создали условия для болельщиков и как они любят свою борьбу. Значит, где-то 120-100 человек борются с утра до вечера, и один может проиграть 10 раз, другой может выиграть 10 раз. И в то же время победитель определяет ближе к вечеру. И победителю, значит, все болельщики приносят в конверте деньги и отдают этому, значит, своему любимому борцу. Но у них традиции, у них культура. Хотя не олимпийский вид, только Япония этим занимается, да, этим видом борьбы. Вот таким образом надо нам тоже начинать работать или привлечь внимание к себе, чтобы любили его. А мы с спортсменами же вообще не работаем. Вот, например, сегодня, кто знает из вас, кто чемпион, значит, России 7-кратный, кто знает чемпион России там 5-кратный, кто там 10-кратный чемпион Татарстана. Многие же не знают, но для этого надо показать, с ними работать. Вот тогда будет у нас болельщики, тогда будет спорт развиваться, наш вид, да, кураж развиваться. Но это наше слабое место, поэтому этими вопросами тоже надо будет заниматься нам, и в том числе и с вами вместе. Тогда будет успех. Без этого мы ничего не получим, если с вами совместно не будем работать. Своих национальных героев по борьбе крэш надо показать, и с ними надо работать. Даже, например, садики должны знать, кто у нас чемпион. Чемпион мира есть у нас, да, чемпион Татарстана, чемпион России. Их не знает никто. В школе тоже не знает. Даже в татарских школах многие не знают. Вот слабое место. Есть чем заниматься. Спасибо. И говоря о развитии крэш на международной арене, хочу задать вопрос Наиму Бильджину и Энверу Усейнову. Расскажите, пожалуйста, вот как ведется подготовка спортсменов по крэш вот в Румынии и в Крыме, допустим, насколько развита эта область? Кто первый ответит? Да, пожалуйста. İlk önce teşekkür etmek istiyorum başkanımıza, Cevdet Min Ahmetov Bey'e, bir de Ravil Başkan Yardımcısına. Sonra Romanya... Он в первую очередь передает слова благодарности Минахметову Джавдат Мидхатовичу за поддержку этой борьбы куреш. И у них начинает в Румынии развиваться, они хотят вступить в международную ассоциацию. Romanya'da biz tepreşlerde ve her köyde, her şehirde, her senede 30'dan fazla organizasyon yapıyoruz. Hatta uluslararası da yapıyoruz. Bu sene 10 ülke geleceklerine okey verdi bize. Ежегодно проводится около 30 мероприятий по борьбе кураж. В этом году уже было в 10 поселениях в Румынии по кураж. И они дальше будут это все развивать и хотят, значит, создать общую такую концепцию развития совместно с Federațiей Koreş России. Romanya sadece Tatarlar ve Türkler değil de bütün Romanya beğenmeye başladı bu bizim kureşimizi ve geleneksel ve kültürel sporumuzu yavaş yavaş spor yapmaya çalışacağımıza şey yapıyoruz. Этим видом спорта у нас занимаются не только тюркоязычные, но и другие национальности, в том числе румыны, и мы привлекаем всех для того, чтобы ее вывести на более высокий уровень. Başka şey sordu mu? Başka şey... Еще есть какие-нибудь вопросы? Наши спикеры еще будут задавать вопросы, и вот хочется узнать про Крым тоже, Энвер Бей. Ну, что я хочу сказать, мы, как новый, значит, субъект Российской Федерации, с 2014 года входим в состав Российской Федерации Кореш.
и активно развиваемся. У нас около 3000 борцов занимается этим вопросом. Мы еще, правда, новые, но тем не менее мы продвигаемся вперед. Мы очень благодарны Федерации Кореш России, которая ведет большую работу, в частности, президент Федерации Кореш, когда мы первый раз встретились в Альметьевске, когда приехали команды, он сказал, что я Крым отдельно буду поддерживать, и он свои слова сдержал, слава Богу, да сдерживает, он нам помогает материально, значит, в переезде, в проживании и в прочих делах. Поэтому у нас она развивается на должном уровне. И я еще небольшой секрет, может, я забегаю вперед, я прошу Джаудат Митхатовича, значит, о том, что, значит, в 2019 году провести чемпионат впервые в Республике Крым по взрослым, по Кореш. Это будет, наверное, значит, ну, что-то такое стоящее. С вводом железнодорожного моста, автомобильные сообщения у нас есть, мы знаем, что, вы поверьте мне, значит, я вот буквально вчера прилетел, очень масштабное строительство идет, у нас хорошая инфраструктура, значит, у нас и олимпийские центры есть, но мы не Мекка, как в Татарстане у вас, вы Мекка, значит, спортивная, мы немножко поскромнее, но тем не менее, есть у нас такое желание, значит, мы будем заниматься этим вопросом. Спасибо. И вопрос, Ринас, вам. Вот после всего сказанного, как вы считаете, Кореш – это наше национальное достояние или все же спорт? Ну, я думаю, что это национальное достояние, потому что раньше, например, мой дедушка уже, когда был ребенком, начинал бороться, потом он научил меня, я также сейчас учу своих братишек, вот как передается поколению к поколению. Все. Спасибо. И давайте перейдем к вопросам журналистов, потому что здесь уже и на WhatsApp пишут вопросы, и много журналистов здесь собралось. Напомню тем, кто смотрит нас онлайн, вы свои вопросы можете присылать на WhatsApp на номер 8 927 037 91 10. 8 927 037 91 10. Коллеги, у кого есть вопросы, пожалуйста. Вечерняя Казань, Евгений Аксенов. Джаудат Михайлович, на районах Сабантуй главный батыр получает барана. В Москве в прошлом году на Сабантуе Ладу Грантову. А победитель в абсолютной весовой категории на чемпионате мира что получит? Мы подготовили хорошие призы. Значит, в денежном выражении это будет... Я сумму здесь не скажу. Потом начнут критиковать. Зачем, как, чего. Можно? Все призеры получат, да? А? Все призеры получат, или только победители? Первый, второй, третий, четвертый места. Хорошие призы мы подготовили, спонсоры, значит, помогли мне. Я думаю, стимулом для того, чтобы приехать 42 странам, это тоже является хорошей причиной. То есть призы хорошие. Это тоже важно сегодня. Для того, чтобы спортсменов привлечь в себя, надо немножко оплатить спортсменам. По-другому не получается. Спасибо. Отаным Татарстан, Ильнар Хуснуллин. Рахмет. Мында белгілі болсақ, мында абсолют батыр, яғни баш батыр ашықлау болмай шақ. Жоқ. Бұл бір, екіншіден. Весовая категория крашауыз. Бүтінсінде де бірінші, екінші, үшінші, төртінші орындар болайша. Екінші сұрау мындай, сіздің енді бұл ярышын меңгерді ауыздырының тағы бір сәбі бар, чүнки барыбір мында традицион өзіңіз айттыңыз 17-ші 20-ші тапқыр Сабантуй ұзырасыз, мында шығын мәселесі де бар, шол Сабантуй да ауза, чемпионат да ауза. Әмі екінші сұрау, мына шушы уақытта ұзуы күреш чемпионаты футбол бойынша дүния чемпионаты көлегесінде қалмас ма? Чүнки нешікіне тілесек те бұл спорттың пиар керек һәм сіздің де ішігіздің көрсетірі керек, сіз нешікіне ешіге тірсақ та шоның үшін шыйбыз бейтінде. Дұрыс сұрау. Біздің түп бұрыш бұл мүмкінде. Шушы чемпионат мира по футболдан файдаланып, шундағы келген журналистларын шунда қонаққа бару. 16 күні кеш білән. Футбол іште біте. Пресс-конференция 4-те бітерге может футболдан соң. 4-тен соң автобуслар қоябыз, алып келебіз Менгерге. Біздің халықтың тарихын, біздің халықтың культурасын, біздің халықтың ничек яшәү өшін, һәм нинди көрәшләр белән шөгыльләнгәнен, Сабантуйда нинди уеннар уйнағанын күрсәткесе килә.
Алар үзләре кайтып, үз илләрендә шушы әйберләрне күрсәтсеннәр өчен эшләнгән әйбер бу. Мин именно беренче футболның беренче көнендә һәм 16-сы көнне шуның өчен куйдым да инде чемпионат мирына. Шулар аша мировое сообществога күренеп булмас микән дип. Безнең татарның көрәштән башка күрсәтә торган артык әйберсе юк. Безнең Түбәтәй бар, Кабзул бар, да, культура бар. Бу культурның теге спорт аша күрсәтергә була торган урыны минемчә көрәш. Әгәр дә сез тагын нәрсә истәй аласыз икән, истәгез. Менә сездән моя просьба ко всем вам, да, чтобы вы каким-то образом, значит, повлияли тем журналистам, которые приехали освещать чемпионат мира по футболу, и их вести к нам на Сабантуй. Каждый бы закрепил за собой какую-то страну, например, Бразилию, там, или Аргентину, или Иран, и их вести туда к нам. У нас автобусы, питание, все есть. Мы все организуем на хорошем уровне у себя там на родине. А вот ваша задача помочь нам, чтобы освещать, показать себя, Татарстан, наш народ и наш праздник национальный Сабантуй. Спасибо, коллеги. Еще вопросы? Я пока задам вопрос, Жодат Мидхатович. Станет ли этот чемпионат ежегодным, то есть традиционным? Есть какие-то планы? У нас есть желание, но опять-таки для того, чтобы проводить, нужен стабильный бюджет или хороший якорный спонсор. Если на следующий год найдем спонсора, мне этот раз помогли нефтяники, сам, значит, там определенную материальную роль играю, да, а в то же время, значит, если ежегодно же не будет давать, какой-то, значит, якорный спонсор нужен. Мы ищем, мы думаем, это у нас получится. На следующий год, может, Кубок мира будем проводить, не чемпионат мира. Мы будем стараться. Все зависит, говорю же, от материальной ценности. Джодат Михайлович, вы сказали, никто не знает, кто семикратный чемпион России, кто десятикратный Татарстана. Назовите, пожалуйста, кто представляет Татарстан и какие шансы. Спасибо. У нас чемпионаты мира будет участие принимать из Татарстана 2 спортсмена. Один, значит, у нас, как у нас, Скорее, нет, еще есть парень у нас до 70 килограмм борется. Азат и вы. Ну, из Башкирии 2, из Марьил 1, и из Тюмени. Я всех могу, по фамилии не могу сказать, вот из каких регионов. Мы старались разные регионы охватить, потому что, да, в Татарстане эта борьба на самом деле сильно развита, занимается много, там до 30 тысяч человек. В Татарстане нет необходимости, чтобы, значит, его опять привлечь, и его полностью команду туда, чемпионат мира. Поэтому мы постарались включить туда из российских регионов. Павлика весовой категории не подходит, нет его там. Тағы бір сұрау, Жодат Михайлович, биыл һава торышы көчсезрәк. Алай була яңгыр яуып китсә, көрәшчеләргә үз салым күрсәтү мөмкинлеге булачакмы? Ко мне в гости приехал чех, нет, не чех, словак, Милыш. Вчера прилетел он, у меня друзей за рубежом тоже много. Вот он говорит, у нас 35 градусов жара, там дышать кислорода нет. И как комфортно я чувствую здесь. Он взял куртку хорошую и просто ходит, балдеет. Так что 19-18 градусов, я думаю, самая хорошая погода. Зачем нам жара? А если дождь? 16-го дождь не показывает. Мы сделали навес хороший, 15×15 для борцов. Дальше дождя там не будет, где будут бороться, а где зрители, вот там навес вы видите тоже, там тоже можно спасаться. Ну, вы хотите хлеб иметь и без дождя? Не бывает так. Если дождь будет, хлеба больше будет. Да. Что? Спасибо. Журнал «Ёлка». Дождь летом это, будем говорить, удовольствие. Наливает нас Бог, помогает нам Бог. Земля будет зеленая, хлеб будет
хороший. Так что, я думаю, дождь никогда не мешал еще деревне. Жат Михайлович, қайырлы күндер тапқыр. Білгенімізше 2000 жылдар башында біздің Билбаулы күреш деген жаңа спорт түрі барлыққа келді бетінде. Һәм міне ихтибар еттім, біз сіздің федерация Россияда ол борьба күреш деп атала. Международная федерация борьба на поясах күреш деп атала. Бұл шырақта бұталшықлы келіп шықмас ма екен? Күреш һәм Билбаулы күреш олар екі айрым спорт түрі ме? Яғни енді шет ел журналистлары үшін былай болса да яры деген фикірде тұрасыз ба? Я уже несколько раз объяснял, мен татарча айтып кетемін тогда. Билбау күрәшінің башланган чорында мен болдым, свидетеля, ничек була инде татарча айтсак, шахите. Аны Риф Гайнанов оештырды. Бірінші тапқыр 96 жылы, 1996 жылына Гинтаутс деген бір біздің представитель бар, Филада да йөрү, менің дә друг. Ол аны оештырган Киргизияда. Ол яшәгән Киргизияда 11 ел, шунда оештырган. Шул вакытта барлыкка килгән көрәш бу алыш дип аталган ул. Моны, значит, гибридом сделал Риф Гайнанов. Риф Гайнанов мастер спорта международного класса по вольной борьбе. И Гайнанов был, будем говорить, бизнесменом крупным, он свой бизнес продал, и надо было чем-то заниматься. И он организовал борьбу на поясах без приставки крэш. Туда входили и Алыш, и другие федерации, в том числе и татарстанские. Вот его история, значит, 2004 года всего. Крэш-то, знаете, 922 год, а тут 2004 год. Еще раньше, наверное, играл. Да. И он украл у Гинтаутса эту федерацию, и до сих пор в документах пишется Алыш. Поэтому он, с одной стороны, универсальный, он подходит всем, и азиатским, и тюркоязычным населением. В то же время, но классическим стиле наши элементы есть, а вольным нашего элемента там нету. Поэтому мы работаем отдельно, они работают отдельно. Да, у них женщины есть по-вольному, потому что чем больше весовой категории, тем больше мастеров, чем больше вид спорта, тоже тем больше мастеров спорта. Нам надо завоевать больше мастера спорта по России. Я, например, боролся, я доходил до Батыра Сабантой и был перворазрядным всего. Я даже кандидата не смог брать, потому что тогда мастера не давали вообще по национальным видам, когда мы учились, студентами были. А здесь есть возможность и Бильбао и можно бороться, и у нас можно бороться. Они уже международного мастера дают. Мы тоже начнем выдавать с этого года. То есть, чем она мешает нам? Ничем. Мы им тоже ничем. То есть, мы просто больше будем иметь мастеров России, имея две федерации, и там, и тут. Она нисколько не мешает. Пусть борются наши там, а их не у нас. Чем мешает? Я думаю, ничем. Только поможет для развития национального вида спорта, нашего вида спорта. Мында енді башқа бұл ситуацияны білмеген журналистлар һәм башқа халық, башқа кішілер дегенде атамасы бір түрлі болғанға бұталшылық келіп шықмасы бекен дегеннен сұрау бар еді. Анашылы, рахмет. Рахмет, еще вопросы, коллеги, пожалуйста. Джудат Михайлович, вы сказали, что чтобы стать олимпийским видом спорта, Куреш должен охватить 4 континента, 78 стран. На сегодняшний день какие цифры? Спасибо. В 6 странах мы имеем федерацию, в континентах практически не имеем. И для того, чтобы иметь хотя бы 70 федерацию, ежемесячно по $100 хотя бы надо платить. Для того, чтобы по $100 платить, это 7 тысяч хотя бы надо иметь ежемесячно затраты на федерации. Таких возможностей пока у нас нет. Мы как будем иметь такие возможности, тогда начнем усиленно заниматься на международном уровне и развивать его в континентах, странах.
других странах. А вот эти 6 стран, это Россия, Но Румыния? это нет, Узбекистан, Киргизия, значит, Румыния, Болгария, Германия, еще вроде Армения. Вот такие страны. Это практически приближенные наши страны СНГ, и часть Европы находится, Болгария и Германия. Германия я имею такого товарища, Петр его зовут, он всегда с нами работает. И первые, когда соревнования мы делали, в 8, 9, 10, 11 годах, он очень активное участие принимал и нам помогал, и мы ему помогали. Потом мы всегда проводили в основном при Балтике, и легче было и им приехать туда, и нам приехать. Поэтому нам надо очень много работать. Для этого нужно, конечно, немножко поддержать нас в материальном плане. Джавдат Мидхатович, и давайте вернемся вот к чемпионату, который будет с 15 по 17. Как будет организован чемпионат? Когда могут приехать журналисты для освещения? Подъездные пути? Ну, в общем, интересует все организационные моменты. Чемпионат мира уже вчера начали приехать. Вчера из 22 стран уже приехали, проживает уже Казани. Сегодня у них уже тренировки. Сегодня приезжает еще где-то 15 стран, завтра еще где-то 10 стран. У нас закреплены за ними, значит, специальные люди, автобусы, трансфер. То есть они всеми необходимыми обеспечены, питание, проживание за наш счет. Мы организовали все на высшем уровне. Они поедут завтра, все Сабинский район, там есть агроколледж, там, значит, мы отремонтировали, поменяли белье, значит, создали условия для питания. То есть на хорошем уровне там будут тренироваться и обучаем судьи, которые приехали вместе с командой, потому что не всем, значит, понятна наша борьба, да. Есть предусмотрено на Международной Федерации, все предусмотрено. Значит, ковры 15 на 15, а где квалификационно, значит, будет схватки, там, значит, 30 на 15 ковры мы сделали, хорошее освещение мы провели. Я думаю, никто не обидится, если приедете, посмотрите, увидите то, что мы сделали. Во сколько начнутся предварительные схватки и основные схватки? Квалификация начнется в 11 утра. Сабантуй начинается сама, значит, в 6 часов вечера, а борьба начинается в 11 утра. А вот опять-таки я уж возвращаюсь к журналистам, которые сегодня работают по футболу 6-го, да. Я бы просил помощи у вас, чтобы вы тоже приняли активное участие, чтобы привлечь тех журналистов, которые приехали освещать футбол, везли к нам. Мы со своей стороны, что от нас зависит, все сделаем. Встретим вас, организуем питание. И мы еще хотим журналистам и спортсменам Сабантуя отдельные игры сделать, чтобы горшки они разбивали, значит, участие принимали бой с мешками, потом, значит, забеги в мешках. Где национальные есть, значит, элементы, мы хотим вот там привлечь и журналистов, международников, и, значит, борцов, спортсменов, которые непосредственно будут там. Отдельно для них будем, значит, готовиться, если мы сможем привести их туда. Извините, олимпийский чемпион из Египта по какому виду спорта? Он вольник. Он классик и вольник, да. Классикам же очень легко приспосабливаться к нашей борьбе. Даже им легче, они же, может, значит, фиксированным кушаком, они спокойно брать и бросать на лопатку. Классики же, они без подсечки, без ног же работают. Они намного крепче, чем наши спортсмены, потому что они очень сильные борцы, я вот так думаю. А в советские времена обычным делом было, когда мастер спорта по самбо одновременно был мастером по дзюдо. А вот куреш и классическая борьба на поясах, такая же ситуация?
Нет, кураша не было же в советское время. Была на автономном уровне только. У нас не было на союзном уровне. Борьба была, значит, между... Тогда же РСФСР был. Мы назвали его чемпионат РСФСР. И то мастера не давали. У нас не было мастера ни одного. Нет, ну, последние 5 лет. Последние 5 лет я не услышал вопрос. В последние 5 лет мастера по курешу Да. Есть являются много. мастерами Мы последние по 5 лет классической на поясах. По нашим, по крэшу, 18 человек вроде мы отдали мастера спорта России. 18, если память не ошибается. Или 15, или 18. Вот где-то столько. В прошлом году выполнили 7 человек уже. Мастера. Но борьба на поясах там с ногами, без ног же, классические вольные, там больше получает мастера. Это более привлекательно для того, чтобы получить мастера. Там еще женщины есть. Мы хотим тоже женщин включить. По нашей борьбе тоже, это, мне кажется, надо. Почему? Женщины, которые... Татарча күрешінде бір қашан хатын қызға күрешмеген бит. Ну, Кугарщинда күрешелер бит бүгін да. Ну, Ротмиславовский район есть Кугарщин. ол біздің үшін өрнек түгіл бит. Женщина лучше борется, чем мужчина. Но чтобы дать больше мастера спорта, только для этого. Бір күні зорықшат еске сіз қазір бұл шырақта спорт мастер әзірлеу өнер спортының нәтиже яғын ойлайсыз. Сөз бит әлі күрешінің милли яғы бар, біздің традицияларымыз бар. Традицияларда бір қашанда қатыңыздар шығып күрешмеген жет қаш. Но ол бит әлі күрешеміз деп сидяшу күрешеміз деген студент. Учтем. Сіздің фикріне тоже. Еще можно один вопрос, пока время позволяет. Если вопросов нет, завершаем нашу пресс-конференцию. Вы можете подойти за эксклюзивными комментариями к нашим спикерам. Спасибо всем за внимание. Разрешите пользоваться случаем, значит, в преддверии окончания месяца Рамадана и в связи с тем, что у нас завтра стартует чемпионат мира, значит, по куреш, вручить президенту Международной ассоциации, в том числе, значит, Российской Федерации, скромный подарок 2 в 1. Это значит, мы в Крыму тоже 16 числа будет, значит, большой сабантуй, значит, я выехал сюда, значит, мои помощники там это все проведут, все крымские сабантуй, это у нас в городе Симферополь, это, Джордж Михайлович, это вам это. И учитывая, что завтра, значит, окончание месяца Рамадан, значит, по теме, значит, с наступающим праздником. Спасибо. Спасибо.